Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Его действия к вам в ближайшие дни. Что он будет делать? В ближайшие дни я буду смотреть 7-10 дней. Вы можете загадать свой срок. Настраивайтесь, подумайте о мужчине, назовите его по имени, так и спросите, каких действий ждать от тебя в ближайшие дни. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы уводят моими руками, откроют то, что сейчас скрыто, и то, о чем слышите. Ох, планов, так много планов. Слушайте, тут прям стратег, тактик, очень много планов, связанных с вами и связанных с его удовольствием. Он еще, честно вам скажу, он не определился. Здесь очень много вариантов. Как действовать будет, он и сам не знает. Скорее всего, девчонки, будет действовать по обстоятельствам. Почему? Потому что хочется прям сделать все и сразу. Оно так не получается. И жизнь будет вносить свои корректировки. Смотрите, мои хорошие, у вас будет либо свидание, либо вы будете договариваться, на встречу, на свидание, на какие-то, может быть, совместные какие-то прогулки, поездки. Но у вас не получится. У вас идет отказ. То есть вы готовы, вы хотите, но как будто бы в последний момент не получается. И вы ему говорите, так и так, на работе устала, мы не можем с тобой куда-то пойти, поехать. Либо какие-то дела, обстоятельства возникнут. То есть идет отказ у вас, потом у вас еще будет какая-то встреча запланирована, либо совместное какое-то действие, но уже не получится, вернее, у него. Это чтобы вы понимали. Так, а по поводу его планов. Любить вас, прям залюбить вас. Все его планы, какими бы они ни были, куда-то поехать, куда-то сходить, что-то вместе сделать, они все заканчиваются почему-то прям... развлечениями для взрослых. Вы его очень сильно в этом плане будоражите. Я не знаю, может быть, у него весеннее обострение, хотя весна уже у нас 2-й месяц. Но что-то происходит с вашим мужчиной. Вы с каждым днем для него становитесь все желаннее и привлекательнее. Будь его воля, он бы с вами где-нибудь закрылся в таком помещении, где есть много еды, и кровать, и все. И чтобы никто вас не трогал. По крайней мере, такие у него желания. Так, ему бы хотелось вас куда-то отвезти. Я не могу понять, что это. То ли это какая-то дальняя поездка, то ли ближняя поездка. Именно на машине, либо на каком-то транспорте, чтобы вдвоем. И то ли он вам обещал, то ли ему кто-то про это место рассказал, что там очень красиво, романтично. И ему во что бы то ни стало, хотелось бы там побывать. Чтобы вы удовольствие получили, созерцая природу, либо прогуливаясь, отдыхая. Здесь план грандиозный. Он, кстати, на него деньги собирает, чтобы вы понимали. Больше, конечно, похоже на какую-то поездку дальнюю. Может быть, вас на море хотел бы отвезти. Куда-то, может, в горы, не знаю. Но место именно как для отдыха, для релакса, и там очень красиво. Он собирает деньги, копит денежку, чтобы вас можно было туда отвезти. Но это будет попозже, это не на сейчас. Еще момент. У вас что-то расспросить, либо разузнать. Причем он будет делать как-то хитро. У него есть вопросы вашего окружения, относительно вашего окружения, кто-то не дает ему покоя. Причем там 2 человека выходят, то есть за какого-то мужчину он хотел бы с вами поговорить, и за женщину. А женщина — это может быть подруга, это может быть родственница. Его беспокоят 2 этих человека, и он хотел бы прояснить,
какую-то информацию, да, относительно этих людей. Но мужчина, опять же таки, может быть какой-то ваш приятель, знакомый, там, начальник, да, коллега. Вот мужчина, кстати, его беспокоит очень сильно, ревность испытывает. И как бы вам правильно сказать, это какое-то даже прям соперничество, да, вот между мужчинами, там, кто там сильнее, кто богаче, кто там удачливее, да, вот еще такой момент присутствует. Вот будет с вами как-то хитро говорить, будет узнавать, разузнавать. Вот в идеале, вот вышел прям телефон, да, смартфон, в вашем по телефоне поковыряться, да, узнать, там, с кем вы общаетесь, какая у вас там переписка, есть ли у вас там какие-то скрытые тайные поклонники. Очень, смотрите, ему хочется в ваш телефон заглянуть. Либо телефон, либо ваш компьютер. Ну, чем вы пользуетесь. Больше, конечно, на телефон похоже, прям четко показано. Проверить. И вот он думает, ну вот как, что мне такое придумать, чтобы можно было вот свободненько так залезть в ваш телефон и там все пошерстить, узнать все ваши тайны и секреты. Так, что будет делать? Ну, разговоров будет очень много, разговоров. Здесь разговоры идут такие, знаете, прям и романтичные, и какие-то прям, знаете, познавательные, что ли, как это сказать. Расспрашивать вас много будет. Какое-то ваше мнение будет узнавать. Вы знаете, здесь будут еще такие разговоры. Вот он вам будет рассказывать истории типа, да, вот у одного моего друга, там есть такие-то там планы на его подругу, да, либо там на его жену. Вот как ты думаешь, ей понравится, либо как ты думаешь, как она отреагирует? Вот послушайте внимательно, девчонки, все эти разговоры, они для вас важны. Почему? Потому что никакого друга в помине нет. Нет, у него, конечно же, есть друзья, но эти истории – это его вопросы к вам, но только завуалированные. Типа, не, я не для себя спрашиваю, не подумай, а вот просто для друга. Вот все, что он у вас будет спрашивать, либо все, что он вам будет рассказывать, это равно он. То есть это его вопросы, это его какие-то вот обстоятельства, ситуации из его жизни. Слушайте внимательно, вы многое узнаете об этом мужчине. Как он мыслит, как он живет, что там с ним происходило. Много-много он вам будет рассказывать. Так, еще действия. Не, ну тут прям, знаете, у него вот все вот его мысли, они почему-то на интим направлены. Ну, девчонки, вот будет вас склонять, соблазнять, уговаривать, да, на именно интимную близость. Вот. А кто встречается, причем встречается недавно, возможно, он вам будет предлагать, либо вас уговаривать на то, чтобы встретиться то ли с родственниками, то ли с какими-то прям уже там близкими друзьями, да, он как-то вас хотел бы там представить, что вот она моя будущая жена, там моя избранница. Не отказывайтесь. Если будут звать вас к родственникам, не отказывайтесь. Не бойтесь. Не бойтесь, как они там посмотрят, отреагируют, неважно. Все равно, если вы друг на друга настроены, все равно эта встреча рано или поздно произойдет. А для него это важно. И для него это важно не то, чтобы он хотел получить одобрение от родственников, либо от знакомых, а это вот именно тот шаг, который показывает его серьезность, да, серьезность его намерений по отношению к вам. Так, что еще по действиям? Ну, кому-то мужчина будет предлагать, ну как предлагать? Прям предлагать не будет, но разговор, возможно, заведет. А вот как ты думаешь, если бы мы там с тобой съехались, сошлись, либо как-то вот объединились, возможно, да, вот это будет вам предлагать. Так, даже не знаю, что тут можно добавить. Здесь очень много у него мыслей. Я вам четко не могу сказать, что конкретно он будет делать, но мысли все, в принципе, хорошие, все позитивные. У мужчины нет никаких от вас там секретов. У мужчины нет желания обмануть. У мужчины есть желание сближаться, развиваться, выстраивать с вами ровные тактичные отношения. Вот. Поэтому ничего плохого нет.
То, что не всегда будет получаться, то, что вы задумали, то, что вы там договорились и спланировали, это нормально. Не надо тут пытаться рассмотреть там знаков судьбы, что нет, с этим человеком не надо, либо у нас с ним все будет плохо. Нет, это не так работает. Наоборот, когда у вас какие-то встречи срываются, либо какие-то планы у вас срываются, это наоборот вас к друг другу подталкивает, да? Ну, особенно для людей, которые встречаются. Вот это, знаете, тоска любовная, желание быть вместе. Мужчину будет подталкивать на то, чтобы с вами там съехаться, жить одной семьей, одним домом, там поскорее сделать вам предложение. Поэтому, мои хорошие, все будет замечательно. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.